У них свой мир и своя форма общения, следовательно, и способы обучения особенные, ведь их окружает не бесконечный поток слов, а язык жестов. Организатором конкурса по чтению священного Корана среди глухонемых и слабослышащих выступило Духовное управление мусульман совместно с Министерством образования и науки Чеченской Республики. Экзамен у конкурсантов принимали специалисты из Кувейта. Мы рады нашему приезду в Чеченскую Республику. Несмотря на физические ограничения, здесь очень много людей, стремящихся изучать религию и священный Коран. Это нас приятно удивило. Демонстрировали муталимы знания жестового языка, письма и речи. Участие в конкурсе мог принять любой желающий. Женщина, мужчина, взрослый, маленький, неважно, участие может принимать каждый, кто хочет проверить свои знания. Мы не ограничивали их ни в чем. Это первый в республике конкурс по чтению священного Корана среди глухонемых и слабослышащих. Подобные мероприятия являются не только фактором социальной адаптации, повышения самооценки и значимости в обществе. Организаторы уверены, что благодаря таким встречам люди с ограниченными возможностями смогут изучить основы ислама и в будущем обучать им других. Аза Вахаева, Имран Гайтукаев, телеканал Даймок.